Уважаемые участники, дамы и господа, для меня большая честь выступить на этой уникальной конференции, которая, надеюсь, станет традиционной. Предложив ее созыв, мы исходили из того, что эта встреча поможет правильно и ответственно осмыслить роль женщин в современном мире. Их предназначение в создании гармоничной, гуманной и справедливой общественной модели как применение к отдельным странам, так и в контексте общемировых тенденций. Мы также считаем, что конференция послужит хорошей площадкой для обмена практическим опытом, компетенциями, поможет четче определить перспективы совместной международной деятельности в этой сфере. Прежде всего, хотела бы обратить внимание на то, что наша встреча проходит в особое время, когда международная повестка требует от нас не только декларировать приверженность гуманизму, но и находит практические решения, объединяющие государства. Раскрывая основной посыл, заложенный в концепции нашей конференции, в том, что современная женщина является ключевым звеном, соединяющим семью, образование, медицину, гуманитарную сферу и социальное развитие. Хотелось бы раскрыть более детально, что это означает на самом деле в практическом смысле. Я бы хотела особо подчеркнуть, что именно женщина формирует первые жизненные ценности у ребенка, создает атмосферу доверия в семье, передает культуру мира, уважения и доверия. В этой связи мне вспоминается одно мудрое высказывание: если хочешь строить мир на десятилетия, воспитывай детей. Если хочешь строить мир на поколения, поддерживай женщин. А еще я бы хотела процитировать слова известного испанского драматурга Лопе де Вега, который сказал, что уважать женщин – это долг, которому всякий честный человек должен повиноваться от рождения. Эти слова отражают сущность нашей сегодняшней дискуссии. Как известно, туркменское общество традиционно строится на уважении и почитании женщин. В своем замечательном произведении «Поклонение матери, преклонение перед святыней» герой Аркадал пишет: «Все самое прекрасное, так или иначе, связано с матерью». Сегодня эти ценности находят воплощение в государственной политике, направленной на расширение возможностей женщин в здравоохранении, образовании, гуманитарной, социальной, предпринимательской и других сферах. Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова, который я представляю, реализует в этом направлении целый ряд масштабных программ. Перечислю некоторые из них: по защите здоровья матери и детей, по созданию дружественных детям школ и больниц в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, по реабилитации детей в специализированных центрах, по международной гуманитарной поддержке от Турции до Палестины, Украины, Афганистана и других регионов. Фонд исполняет понятную, неоспоримую, но в то же время важнейшую, фундаментальную миссию. Каждый ребенок имеет право на здоровье, заботу, защиту и надежду. Не могу не отметить значимость диалога женщин Центральной Азии, который стал уникальной площадкой для объединения усилий женщин в их политической, гуманистической и общественной задаче, внести вклад в выработку действенных подходов к обеспечению мира, безопасности, продвижению гуманитарного и социальной повестки. Прошедшая 25 ноября 2025 года в Душанбе встреча участников диалога показала, что женское лидерство набирает силу, становится все более ощутимым фактором регионального доверия и механизмом укрепления межгосударственного взаимодействия. Женщины нашего региона сегодня – это не просто участники процесса, они созидатели, посредники, вдохновители мира. Их опыт особенно ценен в работе парламентариями
молодежью, местными общинами в реализации совместных гуманитарных инициатив как в регионе, так и на глобальном уровне. Международный год мира и доверия мы стремимся внести конкретные предложения, которые могут стать вкладом в международные механизмы сотрудничества, построение новых эффективных форматов и платформ, многостороннего взаимодействия, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций. Позвольте представить некоторые из этих инициатив, над разработкой которых мы готовы работать совместно с партнерами. Суть этого предложения достаточно емко отражена в такой фразе: «Каждый ребенок имеет право на здоровье». В рамках данной инициативы предлагается создание Международного пакта о детском здоровье, который станет одной из платформ для обеспечения совместных усилий в этом направлении на международном уровне. Его цель – сформулировать единое пространство ответственности государств и международных организаций за здоровье детей, независимо от их места проживания, социального статуса или условий жизни. Пакт может включать универсальные стандарты доступной детской медицины, включая вакцинацию, раннюю диагностику, реабилитацию и лечение критических заболеваний, механизм обмена технологиями и медицинскими инновациями, чтобы передовые решения были доступны развивающимся странам. Программа материнства и раннего развития направлена на поддержку беременных женщин, молодых матерей и детей до 5 лет. Международная программа модернизации инфраструктуры, создания больниц, школ и реабилитационных центров, ориентированных на потребности ребенка. Мониторинг, аналитические панели и ежегодный доклад о состоянии здоровья детей, чтобы страны могли сравнивать прогресс и совместно реагировать на вызовы. По сути, глобальный пакт о здоровье детей мог бы стать обновленной глобальной договоренностью, тем инструментом, который объединяет усилия ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, правительств и гуманитарных фондов и формирует международный гуманитарный консенсус о недопустимости неравенства в доступе к здоровью для детей. Вторая инициатива – международная сеть центров поддержки женщин и детей, гуманитарные хабы. Эта инициатива предполагает создание гибкой глобальной инфраструктуры гуманитарной поддержки, сети гуманитарных хабов, размещаемых в странах, сталкивающихся с конфликтами, природными бедствиями, миграционными потоками или социальными кризисами. Каждый центр мог бы выполнять сразу несколько функций: медицинская и психологическая помощь женщинам и детям, включая реабилитацию после травм и стресса, образовательные программы и безопасные учебные пространства, чтобы дети не теряли доступ к обучению во время кризисов. Социальная и юридическая поддержка женщин, включая помощь в восстановлении документов, защите прав, сопровождение в трудных жизненных ситуациях. Оперативная гуманитарная помощь, питание, защита, временное размещение, мобильные медицинские бригады. Важнейшая часть инициативы – создание единой международной платформы координации, где объединяются усилия таких важных игроков, как ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, ООН, женщины, ведущие благотворительные фонды и общественные организации. Гуманитарные хабы могут стать не только центрами помощи, но и пространством сотрудничества, обмена опытом и обучения специалистов, формируя глобальный гуманитарный каркас, который быстрее реагирует на кризисы и делает поддержку женщин и детей системной, а не эпизодичной. Надеюсь, что озвученные инициативы найдут поддержку и понимание международного общества, готовы к конструктивному диалогу по их реализации. Уважаемые участники, работая с детьми каждый день, я вижу, что их сила духа иногда, если не всегда,
превосходят возможности взрослых. Они учат нас мужеству, терпению, чистоте мысли. Они напоминают, что задача взрослых – не усложнять мир, а ценить, беречь и защищать его. И именно женщины чаще всего выполняют эту роль тихо, ежедневно, без пафоса, но с огромной внутренней силой. В заключение моего выступления хотела бы призвать вас всех научиться у детей и строить для них мирное и предсказуемое будущее. Благодарю вас за внимание.